Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Мы сегодня по адресу Бакир Манчи 24 в доме ветеранов. Салам алейкум. Біз сізге қонаққа келдік әлі. Бисмилля. Әмме алейкум бір-екі сөз сұрайым әлі, ярама. Халларны білішім әлі апаларның. Салам алейкум. Здравствуйте. Неше халларыңыз? Әйбәт ағай, рахмат. Тәрбиелилер, фистартарлар, вақытлар, қарилар. Машалла, машалла. Рахмат, 18 жыл тұрам енді. 18 жыл тұрасыз. Машалла. Рахмат филтеуітке, и қараушыларға рахмат. Міне бит нешек. Да, мы по-татарски, по-русски, если надо, да. Главное, чтобы мы были ближе друг к другу. Так ведь наша задача? Так, да. Мы переехали из Волгоградской области, как будто я тут и была. Давно переехали вы? В ноябре. 9 месяцев. А как вот вы переехали? У вас родственники, дети, как? Зять родом отсюда. Угу. Родители в возрасте уже. Оставлять уже жалко, надо помогать. Вот меня с собой взяли. Ну хорошо, хорошо. И приехали сюда. Ладно, хорошо. Главное, чтобы внимание, так ведь? Да, вот у нас 5 детей, 2 взрослых, 23 и 17. И вот тройняшки. Я живу в этом доме 10 лет. Сама я из Ташкента. Надо же. Приехала, уже пенсионеркой была, но работала здесь в 33-й школе учителем начальных классов. Смотри-ка. А дали вот жилье в этом доме. Живу вот в этом доме 10 лет я уже. Здесь очень хорошо, все по-доброму, очень здорово. Я вообще всегда люблю общение и люблю общение. И мы вот здесь вот общаемся, вместе живем одной единой семьей, можно сказать. Мен эшләдем 25-нче мәктәптә. Барысына да исәнлек, саулык, бәхет, тәүфыйк, зур гомер бир. Монда инде торам 15 ел. 15 жылда бір урында тұрасыз? Да. Ассаламу алейкум. Хурматлы Филия Ансафовна, очень приятно, что вы нас тут встретили. Ну, по ходу, когда к вам шли, мы встретили наших дорогих бабушек, тетушек. Мы не могли мимо их пройти. Как дела спросить, все ли хорошо. Хотя мы не сомневаемся, что у них все хорошо. Да, вот все-таки мы вас уговорили, чтобы вы тут да, на камеру что-то говорили. Но город должен знать. Город должен знать, что у нас вот есть такое здание, есть такой дом. Он назывался Дом ветеранов. Несмотря на какие-то сложности, вы как-то вот умудряетесь сохранять вот эту атмосферу, этот уют в этом доме, отношения с этими людьми. Вот некоторые 15 лет здесь живут, некоторые 10 лет, кто-то 18 даже сказал. То есть, ну, Если 30 даже. Даже 30 есть. Да, вот поэтому вы уж, пожалуйста, на мои вопросы ответите, потому что мы немножко должны рассказать это нашим горожанам. Потому что это огромный труд, это терпение, это понимание каждого. Все они разные. Есть и повзрослее, и помладше, есть и женщины, и мужчины, и дедушки, и бабушки. Поэтому хотелось бы вначале узнать, как он назывался раньше, как потом какие-то были преобразования или какие-то изменения и так далее. Вот с какого года? 1993 строился, вот открылся этот дом, и вот 6-го года дом ветеранов, потом уже ничего такого у нас пока имени не было, просто дом ветеранов ходили. Вот сейчас уже специализированный дом для одиноких престарелых называется сейчас. Официально? Да, официально называется так. Я работаю уже с 11-го года. Сначала работала сторожем здесь. Да, сейчас уже вот 6 лет. Вот в августе было уже 6 лет, вот комендантом работаю. То есть вы знаете все изнутри, да, получается? И все, уже всех лицо, кто как, характер, кто как живет, дышит, все, вот все уже. Да, если что уж, ко мне обращаются, все ко мне домой идут уж. Я уж никогда не отказываюсь. Там суббота, воскресенье, ночью, днем, там никогда не отказываюсь уж. А вот непосредственно вот эти вот бабушки, дедушки, это вот сколько человек у вас, которые вам постоянно обращаются к вам, за которыми вы присматриваете? Ну, человек, у нас бабушки, дедушки 45. 45 человек. Да.
бабушка, вот, которая коляска, она вот недавно только вот приехала с детьми, а так у нас уже давно уже не заселяют никого почти, понятно. что вот коляски, есть... вот инвалидов только вот заселят, а вот бабушек, дедушек уже нет. Всё Лет 10, понятно. наверное, уже никого. То есть те, которые с Узбекистана, Таджикистана, это тогда еще в те годы, которые заехали? Да, вот они уже 90-е, вот это же уже. Это вот. в 90-х годах то, что приехал? Да, вот они им квартиру сразу здесь дали, они вот живут уже с детьми, дети выросли, уже ушли, они здесь остались. Вот Все такие. понятно. Да. То есть, получается, как мы уже видели, многие из них, значит, здесь по специальности работали по своей, да? То есть в школе, конечно. вот учительница Да, одна, да, еще вот. Она вот 10 лет вот здесь, многие уже 30 лет, вот с первого дня есть еще здесь, вот, как приехали, уже сразу этот дом открылся, вот они сюда заселились. 2-3 человека еще есть у нас. Как вы, скажем, как вы существуете? Как вы вот, значит, ведете хозяйство? То есть кто помогает вам? Это СТОС у нас Наталья Николаевна. Вот она нам постоянно организовать что-то, если у нас концерты, что-то там, все, она помогает нам подарками или что-то там, вот что-то там, да. СТОСы стараются уже, да? Да, вот она. СТОС это отдельные такие, к ним отдельное какое-то внимание должно быть, потому что они, вот СТОСы это люди, к которым обращаются все, кто вот живет там, да, в этом доме. И много домов еще у них под их контролем, поэтому действительно, ну, очень хорошо. А так вот по теплу, по воде, вот, да, вот это вот все, вот это вот обслуживание у вас. Обслуживание ЖКХ-7. Я уж как-то все равно с ними как-то, пожалуйста, помогите. Бабушки одинокие, вот платные услуги им не под силу. Поэтому, ну, ремонт, вот какие-то вот такие. Вот которые уже квартиры сдали, пришли, им чем-то помогли, а так уж волонтеры, вот Альбина у нас, вот она помогла нам многим дверь и окна, вот окна очень менять. Хорошо. Вот, Альбина это наш блогер, который да, вот она помогла нам они 3 очень квартиры вот окнами поменять, вот там казанские волонтеры, вот и здешние вот вместе там поменяли окна. То есть все как-то помогают, что хорошо. То есть даже если поменялось... Даже концертами приходят, Даже что у нас постоянно, вот они уже вот постоянные наши, они уже знают, что праздники уже начинаются у нас, вот мы придем, вот это очередь уже у нас такое уже. Очень хорошо. Просто у нас бабушки уже постарели, они уже там, человек, может 5 человек только пойти концерт посмотреть. Иногда, если они уже в состоянии идти, многие уже 15, там 20 собираются. Сейчас уже дети все равно у нас приходят, да? Приходят. Все равно к палкам там уже, коляски, все равно выходят уже, идут концерт посмотреть. Вот. Это вот хорошо у нас так. Вот волонтеры никогда не бросают. Ну, я хотел сказать, что концерт это хорошо, это развлечение, это досуг. А то, что не оставлять без внимания, вот все, например, организация поменялась уже, да, которая все равно не отказывают, я так понимаю, да? Нет, Аллах, шикар, молодцы. не бросают. Вот, То есть... вы тоже так же не бросайте нас. Вот сколько лет уже постоянно, вот Курбан Байрам, Ураза Байрам, постоянно подарки, продуктовые наборы, и вот Курбан Байрам мясо, вот баранина постоянно приносят, и в данный момент даже питание у нас горячий обед, уже долгое время. У нас 12 человек получают, которые лежащие, которые не встают, даже они уже готовить не могут. Соцработник тоже иногда успевает, иногда нет. Вот они уже все принесли, вот и разогреть даже не надо. Вот горячий уже бульон, вот они кушают. И инвалиды у нас получают, вот 12 человек, вот у нас постоянно уже питание, обед получают. От вас уже лично. Да, хорошо. Вовремя приносят, вот и вот мы постоянно уже, это уже у нас, мы уже надеемся продолжение. Мы для этого и пришли, чтобы сказать вам, что мы с вами,
что мы рядом. Спасибо. То есть будем продолжать, конечно же, нашу с вами дружбу. Да, и самое интересное сейчас, что еще я как бы хотел спросить, то, что сейчас в этом здании еще будут другие организации, то есть, да, например, Рубаха здесь будет, да, говорят, вот, офис, инсульт, да? Вот они инсультники, вот дети даже вот на ЛФК вот сегодня приходили несколько детей. Вот у нас правая сторона, у нас онковыздоравливающие. Безбергашки. Да, Безбергашки. Да. Ага, мы тоже с ними дружим. Уже... У нас же еще есть помощник главы. Именно Она здесь будет находиться постоянно, уже у нее кабинет есть. Да, вот она очень здесь. хорошо. То есть у вас, вы закрепляетесь, получается. Аллах Тааля сазгемна шунды куршлярны берет, дает вам таких соседей, которые вас еще больше укрепляют. Хорошо, что на сегодняшний день рядом с вами сейчас оказались такие сильные структуры. То есть, да, Алсура Шитна тоже такая очень внимательная, да, то есть в Рубаха. Алина Робертовна, конечно же, это вообще помощник главы. Администрации у нас постоянно уже, они уже тут здесь каждую неделю почти уже приезжают посмотреть, что к чему. Поэтому дальше только лучше. Да. Ну вот подъезд ремонт только не сделали, не знаю почему. Вот в квартирах, которые вот медики, которые заселились, вот им с ремонтом они сдали вот эти квартиры, 55 квартир. А вот в подъезде, конечно, грязно осталось, так и стоит пока. Вот они весь разгромили у нас, пыль, вот грязь, так и остались. Это, знаете, не без этого. Да, то есть это уж будет чуть-чуть. Ну, обещали, вот после Нового года сразу сделаем. Если обещали, значит будет. Я же говорю, потому когда что такие... у нас в подъезде уже 30 лет ремонта не было. Вот первый этаж только делают, и все остальное нет. Так и держится. Значит, начало есть. Значит, сюда внимание есть, все будет Аллах Берса. Электричество поменяли. Ну вот, поэтому аккуратно, вот все равно, значит, вас не бросят. Хорошо. Надеемся. А медицинские услуги, как вот, например, если что-то приезжают, как вот мы только что видели, когда вот заходили. Это по вызову. Это вот по вызову медики приезжают, или соцработники вызывают. И с утра вот с 7 до 8 уже должны они вызвать. И они вот в течение дня сами вот на машине, на своей машине, да, приезжают. Молодые вот эти вот медперсонал. Да. А так у нас раньше же медсестра постоянно была своя, а сейчас уже вот приезжает только. У нас нету никого так. Нету вот, ну тут живут, но они уже у нас... Ну, они, если что, рядом, если что, тоже. Да, если что, мы уже через них все равно как-то туда попадаем уж. Попросим, спросим, вот как можно, как, вот все это спрашиваем. Они уже вот по квартирам, может быть, зайти даже сказать. Вот подсказать что-то, да. Жизнь продолжается, Аллаху шукр. Значит, все стараются помогать, никто не оставляет без помощи. На вас смотришь, всегда радуешься, вы прямо так энергичная такая, позитивная, рахмат. Все вот кого я не вижу, да, все спасибо говорят. Я понимаю, что там не идеально, но они ценят. То есть вот кадерне блю подтас, как говорят, да, то есть знают цену, то есть да, что спокойно, тихо, уютно, чисто, тепло. То есть, да, Аллаху шукр, вот говорю же, и ЖКХ там, да, как бы не забывает. Аллаху шукр, горячее питание приходит. Аллаху шукр, если что, медики приезжают, если что, да. И медики здесь еще живут, на всякий случай совет могут дать, там что-то помочь, там давление, что-то. То есть они, в принципе, находятся в таком внимании, но, конечно, грустно то, что у кого-то там нет родственников, там, да, у кого-то нет там детей, там. Которые уже из дома не могут выходить, только вот они одинокие. А так-то уж, если выходят из квартир, уже не одинокие. Вот они целый день вот сидят, друг с другом общаются, выходят. Даже в коридоре у нас есть же скамейка, вон туда выходят, разговаривают. Вот этажи, вот молодежь, вот так-то все у нас институт, после института же они уже культурные, интеллигентные люди, у нас такого проблем нет. У нас сами вообще никаких. Вот, поэтому УВД же... здесь еще УВД есть. Да. Здесь же еще УВД есть. Да, они сами здесь живут, поэтому если какие проблемы, к ним можем обращаться. Так-то проблем нет у нас таких. Вообще, то есть интересно получается. И УВД здесь получается, и медики получается. Очень хорошо. Вы стараетесь, конечно. Вы
привлекаете и ресурсы, и какие-то средства, значит, да. Тут, говорю же, и соседи хорошие у вас, и все помогают. Но есть те, которые остались одни, есть те, которые остались без семьи. Так ведь вот, поэтому как бы мы уж призываем наших горожан, наших нижнекамцев, чтобы они были в семье, чтобы они были ближе друг к другу. Да, конечно, вот мы, конечно, в нашем доме стараемся вот быть все вместе, и чтобы бабушки не были одинокими. И вам тоже желаю быть ближе друг к другу.